кыргызско-узбекский бизнес-форум, на котором были подписаны документы на миллионы долларов. Например, подписано соглашение о поставке зерен кукурузы из нашей республики в Узбекистан на 100 миллионов долларов. И эта же кыргызская компания подписала другой договор о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционного проекта строительства комплекса по производству карбида и кальция в Кыргызской республике. Стоимость этого проекта 20 миллионов долларов. Об этом проекте сегодня мы побеседуем с генеральным директором Центра поддержки фермеров и сельского хозяйства Байдыйкан Эрлистом Акунбековым. Эрлиста Бакирович, добрый день. Расскажите, вчера в рамках нашего проекта мы говорили о вашем первом проекте на 100 миллионов долларов. Цифры, конечно, очень большие. О поставке зерен кукурузы в Республику Узбекистан. Сегодня хотелось бы более подробно поговорить о втором вашем проекте. Расскажите о нем вначале. Карбид кальций там лежит в области кооперации, о чем говорят наши руководители стран. Мы долгое время говорили о неком дисбалансе, то, что экспорт с Республики Узбекистан всегда превышает над импортом. Тем самым нам это давало сигнал о том, чтобы мы поднимали свои мощности и наращивали экспорт. В то же время мы рассматривали некие проекты по кооперации. Вчерашний форум – это некое подведение итогов проведенной работы за последние 2-3 года. С момента пребывания нашего президента, уважаемого Садыр Джапарова, в Ташкенте, было много о чем говорено, и эти проекты в том числе были обговорены. И за это время мы со всеми министерствами нашего, и в том числе с узбекской стороны, проработали эти вопросы, и сегодня этот проект уже готов к реализации. Карбид кальция – это компонент, это материал, который является неотъемлемым компонентом в производстве минеральных удобрений. Что каждый год мы, собственно говоря, в порядке 80% минеральных удобрений завозим, импортируем с Республики Узбекистан. И тем самым, вы понимаете, такая модель работы, что компоненты для производства этих минеральных удобрений теперь будет производиться в Кыргызстане. Завод будет расположен на территории Кыргызской республики, будут его эксплуатировать наши местные жители. Технология европейская, это она со всеми стандартами и нормами, которые требуют наше законодательство в части экологии. Эксплуатацию будем проводить совместно, что с узбекской стороны это будет не только технологии, но и люди, больше специализированные специалисты. А с нашей стороны узкие специалисты, да? Да, это вот для нас, это вот, понимаете, химическая промышленность для нас, она немного сегодня сложна, да, в силу ряд факторов. То есть у нас никогда, кроме там Сюрменова и Хайдаркенского, особо там химической промышленности и не было. Вот. Мы же больше как животноводческие, и кластеры все шли вокруг животноводчества. То есть кожевенные, там, шерстяные, все это было. И сегодня, когда мы говорим о производстве, связанном ближе к химии, мы должны понимать, что химическая промышленность, вот, даже наличие там, около 12 химических заводов на территории Республики Узбекистан говорит о том, что научно-исследовательские институты в Узбекистане, что там присутствует институт Менделеева, имени Менделеева, что очень много что сделано, и инфраструктура для того, чтобы эта промышленность у них развивалась. И, конечно, мы должны брать этот опыт, перенимать. Да, как вы сказали верно, мы знаем, что Узбекистан довольно хорошо продвинулся в химической промышленности. Наши фермеры в южных регионах, особенно весенний полевой сезон, закупали минеральные удобрения оттуда. И насколько высока потребность в этих химических элементах в Кыргызстане на сегодняшний день? То, что мы, понимаете, вот смотрите, какая модель получается. Мы минеральные удобрения в Кыргызстан завозили, этими минеральными удобрениями выращиваем сельхозкультуру, в том числе кукурузу, которую мы экспортируем теперь в Узбекистан. Понимаете, это вот эта связь между странами. То есть то, что мы говорили все это время, подвергали критике о том, что мы плохо экспортируем, вот сейчас мы уже выходим на этот показатель. Это говорит о том, что наша страна никогда не являлась страной, которая экспортировала зерно. Как правило, это была Россия, Украина, весь мир об этом знает. Но сегодняшняя наша возможность экспортировать зерно кукурузы в соседние страны, это говорит о нашей экономике, это говорит о росте нашего Министерства сельского хозяйства и в целом сельского хозяйства. И понимаете, здесь какая модель?
100 миллионов долларов, которые мы подписали контракт, что это значит? Это значит, что это 100 миллионов долларов придут в Кыргызстан. Более того, эти 100 миллионов долларов осядут в карманах наших фермеров, потому что сегодня кукурузу выращивают не какие-то государственные холдинги, а выращивают простые наши фермеры. Представляете, 100 миллионов долларов останется в карманах этих фермеров, и это отрадно. Отрадно, что такую динамику нам придают наши главы наших государств и бизнес, мы должны спохватиться. Касательно компонента, карбид кальция сегодня, локализация этого проекта в Узбекистане где-то в порядке около 60%. То есть остальное они завозят с Китая, с других рынков, где производят. Теперь же, когда этот проект мы его поставим здесь, практически 100% будет уходить в Узбекистан. Понимаете? Как бизнесмен, для нас всегда важно, чтобы, когда ты производство ставишь, новое производство, вопрос рынка сбыта всегда. Рынка сбыта, сейчас да, мы он закрыт. Вчера тоже об этом говорили. Да, этот рынок закрыт. То есть то, что мы будем получать карбид кальция, наши коллеги и партнеры из Узбекистана могли бы этот проект поставить и у себя. Потому что у них тоже потребность есть. Но из-за вот этих коопераций, от того, что президент Узбекистана, уважаемый Шавкат Мирзиёев, дает этот посыл отношения к кыргызам, и этот завод здесь строится. И, конечно, мы, опять же, похвалюсь, бизнес похватился, мы это забираем. Да. И такой вопрос для тех людей, которые не особо сильны в сельском хозяйстве. Понятно, что фермеры и те бизнесмены, вы, бизнес-структуры, которые этим занимаются, прекрасно в этом разбираются. А в каких целях используются вот эти минеральные удобрения, вот скажем так, если можно сказать простыми словами? Да, минеральные удобрения – это азот, фосфор, калий, это макроэлементы, которые мы не можем. То есть вот азот – это то вещество, которое даже вот мы с вами дышим воздухом. В воздухе находится в порядке 79% азота. То есть если мы уберем и оставим только кислород, мы не сможем дышать. Также и растения. То есть азот это селитрокарбамид, да, например, фосфор это амофос, диамофос, калий это калий-хлорист. Эти элементы, они находятся в земле. То есть мы не можем их убрать. Понятно, что мы должны стараться минимизировать. Мы говорим, что наша страна органически чистая, мы должны это делать. И мы это проводим. Мы стараемся сейчас минимизировать использование минеральных удобрений, но отказаться 100% от них не сможем. На каком-то этапе обязательно нужно применение минеральных удобрений для улучшения качества, конечно, так, семенного фонда и так далее, да? Да, мы должны, более того, сейчас в первую очередь поработать, и мы это и делаем сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства, чтобы правильно вносить минеральные удобрения. Не как положено 150 килограммов, да, условно, на 1 гектар. Мы должны не превышать этой нормы. А не как сейчас. Нужен точный такой научный подход. Да, сейчас почему нитратные содержания, остатки в овощах превышают? Потому что они дают передозировку, получается. Вместо положено 150 килограммов, они дают 500 килограммов, дабы получить больше урожая. Но так не бывает. Чтобы получить хороший урожай, надо соблюдать всю технологию. Это всю линию. Да, правильно мототракторную станцию, да, чтобы тракторы правильно обработали, чтобы правильно было удобрение, правильно был подобран семенной фонд, правильно была поставлена агрономия, правильно была уборка, правильно был полив. Только вот эти комплекс мероприятий дают хороший урожай. А наши-то привыкли, ничего не делают, грубо говоря, да, и основную силу бросают на минеральное удобрение и на основе его хотят вытянуть. Скажем так, неестественным путем получать больше урожая, да? Да, мы видим, что часто читаем в интернете, что вот в России там не впустила такое-то количество фур, да, там такой-то, такой-то из сельхозпродукции из Кыргызстана. Вот как раз таки это связано с повышенным нитратом. И мы над этим работаем. Мы в Байдыхан, как раз пользуясь моментом, скажу, что работаем над тем, чтобы фермеры не попадали. Мы хотим, чтобы у них был урожай, у них была продукция хорошая, чтобы они могли на этом зарабатывать. Скажем так, с хорошей наценкой своей доброй. Да, вот, например, 100 миллионов, уважаемые фермеры, все эти кукурузы, обращайтесь к нам в Байдыхан, мы возьмем ваши кукурузы и проэкспортируем, и эти 100 миллионов останутся. Там все прозрачно, все открыто. Вот опять возвращаясь к теме кыргызско-узбекского сотрудничества, председатель кабинета министров Акылбек Джапаров вчера сказал, что также Кыргызстану необходимы технологии, которые есть в Узбекистане. Можно ли сказать, что вот этот проект — это одна из таких первых ласточек, скажем так, в
перенятии такого опыта в технологиях? Безусловно, безусловно, мы не могли, если мы могли, мы бы давно, наверное, могли бы. Безусловно, технологии, которые мы должны это делать. Сегодня мир такой, что невозможно вчерашние технологии, даже наши соседи стараются сейчас все перебрать. То есть все заводы, которые были построены в советское время, они потихонечку модернизируют. То есть те выбросы, которые мы наблюдали у них на заводах, сейчас почти у них минимизированы. То есть технологии, они как бы, ну, понятно, что над этим вопросом технологии развиваются, и конечно, развиваются конечно. они тоже в Узбекистане. Да. И вот этот проект на 20 миллионов долларов, такой большой проект, сколько рабочих мест будет создано? Вы уже сказали, что на некоторые специальности будут приглашены представители Узбекистана, узких специальностей. Сколько рабочих мест будет? Примерно вы уже это видите? Да, у нас есть проектные отметки, конечно, где мы говорим, что в период строительства будет привлечено около 700 рабочих, а в период эксплуатации она будет доходить до 300. Это с учетом того, что будут работать в 2-3 смены. Вчера был интересный вопрос, на него мы не получили ответ. А в каком регионе вы планируете? Я так понял, точного ответа пока нет? Нет, почему? Почему? Мы предложили нашим узбекским партнерам несколько вариантов. Сейчас есть более-менее такое приоритетное, они смотрят это южные области, чтобы легче было это транспортировать без третьей страны. Решить вопросы с логистикой. Да, это вот то, что погранично, пригранично, что будут большие объемы, нужны будут железнодорожные составы, чтобы это все передвигать. И, конечно, это будет либо в Джалабадской, либо в Орской области. Пока это вот две области, которые вы рассматриваете. Да, мы пока, Я думаю, что зрители, которые смотрят, были бы рады услышать, что этот проект будет реализован у них на территории, потому что это, как всегда, привлечение местного населения, создание рабочих мест. Конечно, я бы с удовольствием сказал бы про этот, но давайте мы чуть дождемся, чтобы проект был не просто голословен, потому что за этот мы потом должны будем еще отвечать. Поэтому пусть мы окончательно проектную экспертизу закончим, и после этого мы обязательно про этот анонсируем. Да. Вы также сказали, что тесно работаете с фермерами. Об этом вчера мы говорили с вашими коллегами, в том числе уже с вашим бизнес-партнером, господином Шамсидином Шукуровым, генеральным директором компании Golden Corn, который выступает бизнес-партнером в этом более глобальном проекте по поставке зерен кукурузы на 100 миллионов долларов. В реализации этих проектов, предложения этих проектов, как пожелания и проблемы наших фермеров легли вот в основу этих самих проектов? Я начну с того, что я сам был фермером. Мы начинали, каждый ребенок, который родился, наверное, в 70-е, 80-е годы, он помогал родителям каким-то образом в сельской местности, мы помогали родителям выращивать. И я был тем ребенком, который помогал, и мы заходили в школу не 1 сентября, а где-то в середине октября, потому что были осенние уборки урожая, и таким образом. Поэтому я труд фермеров очень сильно уважаю. Вы понимаете, все это видели, все стадии прошли. Да, до пандемии картина была такая, настолько она была плачевная, что сельское хозяйство просто у нас гибло. То есть каждый год фермер уходил в убыток. Очень редко было, то есть это был как лотерея, да, то есть один год картошка хорошо, второй год капуста. Нет, это не очень хорошо. Мы должны делать все культуры выгодным, то есть это бизнес направлен на получение выгоды у фермера, и мы должны постараться сделать его прибыльным. После пандемии понятно, что мы поняли, что границы когда закрываются, и все, не только наша страна, все государства мира поняли, что когда границу закроют, то есть, оказывается, и не будет пшеницы, да, и не будет муки. Нет ни одной страны в мире, которая от чего бы не зависела. Обязательно что-то она экспортирует, что-то импортирует. И правительство нашей страны приняло правильное решение. Они перебрали программу продовольственной безопасности нашей страны. И мы к нему добавляем просто, грубо говоря, как бизнес, дополняем эту программу продовольственной безопасности, программу страны, своим участием как бизнес, чтобы то, что мы делаем, то, что на наших столах приносило, не просто закрывало программу продовольственной безопасности, а чтобы фермер выезжал на этом. Для государства фермер это как социально значимый как население, а для нас он клиент, и мы должны позаботиться о нашем клиенте. И вот наше различие от того, что делает государство, и то, что мы делаем бизнес. Мы заботимся о наших фермерах, поэтому мы хотим, чтобы фермер был богатым, нам нужно два фактора.
Это первый хороший урожай, второй это чтобы этот урожай продать за хорошую стоимость. Да. И мы как раз таки сейчас закрываем оба блока. Помогаем. Все это время с Узбекистана 5-й год мы завозим минеральные удобрения, семена из Европы, даже со Штатов мы привозим. Помогаем их выращивать. И второй блок, вот мы сегодня этим занимаемся, мы реализуем. Пока начали с кукурузы, но мы дойдем до всех культур. Дай бог. И хотелось бы узнать, насколько перспективно вот именно это направление. Вот вы сами сказали, сейчас мы начинаем с кукурузы, а что еще можно поставлять в таких больших количествах в Республику Узбекистан с таким огромным населением, с таким большим потреблением? Здесь ответ очевиден. У нас традиционно в Узбекистан уходила наша картошка. Наша картошка, она всегда была приоритетна. То, что в Высокольской, в Нарынске, в Нарынской области и в городах Кочкор, картошка, она просто обожаемая. Южная часть Ферганская долина всегда сохла по чонгалайской нашей картошке. То есть вот эти моменты, но там есть, надо смотреть с точки зрения бизнеса, кто-то должен этим заниматься. И у нас это приоритет Байдихан, мы в следующем году будем заходить уже на картошку. Но там тоже, понимаете, это комплекс работ. Мы в отличие от других бизнесменов, Байдихан отличается чем? Мы не появляемся тогда, когда фермер получил урожай. Мы с ним с момента, когда он начинает носить эти семена. И помогаем ему от начала до конца получать эти семена. Тем самым снижать его, во-первых, себестоимость, во-вторых, за счет соблюдения технологий получать хороший, качественный урожай. Потому что вы знаете, что любая продукция, она требует соответствия качеству. Качество должно, без качества мы не можем. Например, почему мы не можем шерсть в Узбекистан экспортировать? Потому что наши шерсти, там печать есть. Там, вы знаете, обжигают, например, джолдош, да, джинам, например, ставят. Вы же видели? Это брак, считайте, понимаете? То есть много чего, где надо перебрать и соответствовать тем системам, которые там есть. То есть там тоже есть бизнесмены, которые хотят на этом заработать. Это живой диалог, это опять беседы, это бизнес, диспут, это бизнес, да. Здесь надо все перебрать, здесь надо считать логистику, здесь надо минимизировать ручной труд, больше автоматизировать, чтобы был минимальный человеческий фактор, чтобы отгрузки шли своевременно, в объемах. Вот мы по кукурузе сейчас практически в Чуйской области только перебираем 10 элеваторных, около две сушки ставим дополнительно, потому что это было раньше, но оно было утрачено. Вот мы сейчас восстанавливаем, дополнительно вкладываем. 100 миллионов деньги уходит нашим фермерам, но обязательства берем-то мы, Байдихан. Мы сейчас должны выстроить эту всю инфраструктуру. Я надеюсь, что правительство нам поможет в этой части, и Минсельхоз совместно мы выработаем эту программу. Расскажите об этом, о сотрудничестве частной структуры, конкретно вашей, и государства в этих проектах. Как вы сотрудничаете, как вы пришли к этому? К сегодняшним двум большим проектам. Да, наши обыватели, многие думают, что вот государство отдельно, бизнес отдельно. На самом деле это не так. Кто понимает, кто в бизнесе, мы все равно чувствуем. Да, могут быть какие-то неправильные действия, да, мы где-то друг друга не понимаем. Но в целом мы идем, что мы в одном направлении идем. Нужен диалог в любом случае. Да, бизнес, это вещь такая, что за последние 30 лет бизнес набрал такой иммунитет у нас. Мы практически никогда не рассчитываем на правительство. Это факт. Но вот именно вот такие деловые общения, как вчера это было, как последние она закладывается первыми лицами. И командой, которая снизу идет, это кабинет министров, это их низамы, которые выстраивают и подтягивают нас. Потому что, понимаете, в бизнесе самое важное – это доверие. Если мы не видим это доверие, мы не идем. И за последние 20-30 лет, к сожалению, доверие между нашими странами с Узбекистаном она упало на тот уровень, на плачевный уровень. И как раз таки сейчас… Снова возобновляется, да, снова границы открыты. Да, уважаемый Садыр Джапаров и уважаемый Шавкат Мирзиёев, они нам дают этот сигнал. Вчерашний форум, он дал такая была энергетика. Ребята, которые там сидели, они прям чувствовали. Там были прямые тексты. Ребята, ничего у вас нет, в смысле, что вам ставят барьеры. Говорите, мы делаем. Да, вот нужны деньги, вот, пожалуйста, Кыргызско-Узбекский фонд. Нужны какие-то информационные порталы, вот вам портал, который будет вам говорить. Он дает поручения такие. И, конечно, без этого невозможно было. Это я считаю поддержкой. Это есть конкретная поддержка. Нельзя говорить о том, что вот государство должно давать деньги. Я считаю, что это, на кыргызском это называется, вот адам шал болып калат да.
Когда ты все время даешь своему ребенку деньги, он потом из него ничего не получается. Вот как раз таки мы. Мы сегодня настолько за 30 лет ни копейки не брали у государства, никогда мы не подпадали государственную программу. Вот ФСХ 10 идет программа, мы ни разу, оказывается, не брали. То есть Байдыхан ни разу. Мы ни разу не пользовались донорскими деньгами, не пользовались ни разу грантовыми. Все наши взаимоотношения, они коммерческие основы, мы брали у коммерческих банков, и вот бизнес шел. Но в то же время мы всегда чувствуем, например, тот же минеральное удобрение по фискализации. Там он отсутствует, он освобожден от НДС. Это 12%, довольно большая сумма. В конечном итоге этот фермер получает эту поддержку. Нельзя говорить о том, что повсеместно, что вот правительство не делает то-то, то-то, то-то. Может быть, запоздало делает какие-то. Но в целом я работу Кабинета министров оцениваю на хорошо, и Министерство сельского хозяйства тоже справляется. Да, конечно, за 30 лет утерянное мы не можем за такой короткий срок. Но мы должны как раз таки объединиться без дополнительных критик, наоборот, друг другу помогать и устраивать. Мы сейчас, видите, нам создали комфортные условия для бизнеса, не только для меня, вот всех желающих. Всех участников вообще. Да, даже не бизнес, да, даже вот кто в приграничных селах живут, для них отличные условия. Они могут заходить, тут его не было, они могут заходить друг к другу, границы открыты днем и ночью, могут что-то перевозить, то есть это же комфортные условия. А в комфортных условиях что надо делать? Это надо размножаться. В бизнесе это надо больше точек открывать, больше обороты набирать, и деловые отношения выстраивать и так далее. Да. Спасибо за ваши откровенные ответы. Отметим, что сегодня продолжается государственный визит главы соседнего государства Шавката Мирзиёева в Бишкек. Визит продлится до конца этого дня, а мы сейчас говорили о кыргызско-узбекском бизнес-форуме, на котором накануне были подписаны документы на миллионы долларов. Например, только одна из компаний подписала 2 соглашения на 120 миллионов долларов США. Большая цифра. О грандиозных планах и будущем кыргызско-узбекского сотрудничества в бизнесе нам рассказал генеральный директор Центра поддержки фермеров и сельского хозяйства Байдыхан Эрлист Акунбеков. Оставайтесь на канале Алато 24.